Özbek, Türkmen, Uygur, Tatar, Azer bir boydur. Kara, Kalpak, Kırgız, Kazak bunlar bir soydur. Özbek, Türkmen... Гость нашей программы – президент Общественного объединения азербайджанцев «Азери» в Кыргызстане, заслуженный юрист Кыргызской республики, почетный работник Генеральной прокуратуры страны, заместитель председателя Совета Ассамблеи народов Кыргызстана Азиз Ага Алиев. Комментировал встречу президента Садыра Джапарова с председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Абдыганы Эркибаевым. Для Совета Ассамблеи народов Кыргызстана это была очень важная встреча. Мы эту встречу давно ждали. Со сменой руководства Кыргызской республики я хочу отметить, что президент Кыргызской республики Садыр Нуркожоевич Джапаров, одним из первых указов его было именно повышение статуса Ассамблеи народа Кыргызстана. Совет Ассамблеи народа Кыргызстана стал совещательным органом при президенте Кыргызской республики. Встреча, которая прошла между Садыром Нуркожоевичем Джапаровым и председателем Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Эркибаевым Абдыганы Эркибаевичем 26 марта, прошла на самом высоком уровне. Я считаю, что председатель Совета Ассамблеи народа Кыргызстана Эркибаев представил Совет Ассамблеи на должном уровне, как руководитель, обладающий большим опытом практической работы на высоких государственных постах. Была обсуждена текущая деятельность Ассамблеи народа Кыргызстана, актуальный вопрос ее работы и пути их решения. Абдыганы Эркибаевич отметил, что сегодня Ассамблея народа Кыргызстана является одним из важных институтов по укреплению межнационального согласия и единства народа. И без этого не обойдешь? Совершенно верно. И Ассамблея эту работу ведет в тесном сотрудничестве с аппаратом президента Кыргызской республики. Там встречи открытым виде пошло, да? Да, совершенно верно. Да, совершенно в открытом виде, да. Мы смотрели все это. Я хочу вам сказать, что были обсуждены многие вопросы, помимо этого, я и говорю здесь, актуальный вопрос ее работы, вопросы материально-технического обеспечения Ассамблеи народа Кыргызстана, реконструкции ее заданий. Эти вопросы поднял Абдыганы Эркибаевич, и нужно сказать, что Садыр Нуркожоевич Джапаров, он очень положительно отметил все это и отметил, что он даст соответствующим государственным органам для проведения работы в данном направлении. Садыр Нуркожоевич Джапаров укрепление межэтнических отношений, единства народа назвал стратегическим направлением деятельности государства и призвал Ассамблею народа Кыргызстана, соответствующие государственные органы местного самоуправления провести в данном направлении хорошую разъяснительную работу. Развитие и укрепление межгосударственных органов с Ассамблеей народа Кыргызстана. Есть разрабатывается конкретный план с привлечением независимых экспертов, рабочая группа по реализации концепции Кыргыз-Жараны на 2021-2026 годы. Вот эта концепция как раз будет одним из важных факторов по укреплению межнационального согласия. Это план мероприятий, план действий Ассамблеи народа Кыргызстана. Кстати, в этом году Кыргызстан отмечает свой юбилей независимости, 30-летие. Как Ассамблея готовится? И азербайджанская диаспора община как готовится? Мы к этому мероприятию тоже, это одним из самых дат, включен в план мероприятий Ассамблеи народов Кыргызстана, нужно это особо отметить, включен в план мероприятий, и мы готовимся к этому мероприятию совместно с другими этническими группами Ассамблеи народа Кыргызстана. Мы над этим работаем именно с учетом того, что именно Садыр Нуркожоевич Джапаров, он повысил авторитет Ассамблеи народа, это надо прямо сказать, он повысил. И Ассамблея народа, воодушевленными этими действиями со стороны президента, принимает меры
именно к активной работе во всех направлениях государственной деятельности, во всех направлениях. Вы сейчас отметили, Ассамблея народа Кыргызстана является особым институтом межнациональных согласий. Мы сейчас, то, что с 13-го указ президента о повышении статуса Ассамблеи народа был подписан 13 ноября 2020 года, нужно сказать, сейчас проводится план мероприятий именно по реализации механизма вот именно по осуществлению реализации указа президента о повышении статуса Ассамблеи народа Кыргызстана как совещательного органа. Ассамблея народа Кыргызстана — это и есть народ Кыргызстана. Она всегда была со своим народом, она всегда была со своим государством и прилагает максимум усилий. Я вам хочу открыто сказать, что максимум усилий по выполнению своих основных задач по межнациональному согласию и единству народа. Нужно отметить, буквально все диаспоры, они же не получают ни гроша, ни от бюджета, ни от кого. Именно своими силами они осуществляют все планы мероприятий. Это о многом говорит. А каждая диаспора, она состоит из народа, из насмеши соответствующей диаспоры. И это является поддержка национальной политики государства. Совершенно верно, да. Это является поддержкой, именно поддержкой руководства по национальному вопросу. И нужно отметить, что Садыр Нургожевич, он положительно отметил работу Ассамблеи народа Кыргызстана. Значит, в стране будет царить мир, дружба и согласие. Совершенно верно. Совершенно верно. Главная задача Ассамблеи народа Кыргызстана – это укрепление единства народа и межэтнических отношений Кыргызской Республики. Этому должны и содействовать наш народ, Ассамблеи народа Кыргызстана, потому что это основа процветания республики, это основа повышения экономики, развития экономики республики. Затем Азиз Ага Алиев выразил свое мнение по обсуждению проекта соглашения между правительствами Кыргызстана и Азербайджана о воздушном сообщении в комитете Джугурку-Кенеша. Между Азербайджаном и Кыргызстаном планируется установление воздушного авиасообщения. На заседании комитета Джугурку-Кенеша по транспорту, коммуникациям, архитектуре и строительству был одобрен проект соглашения между правительствами Кыргызстана и Азербайджана об установлении авиасообщения между нашими странами. Соглашение вот этого проекта обрадует нас, обрадует детей, внуков репрессированных, которые испытывали определенные трудности, финансовые затраты, когда они летали на историческую родину через Москву или Стамбул. Согласно этого соглашения определены две авиалинии-перевозчики со стороны Азербайджана, азербайджанские авиалинии Азал, со стороны Кыргызстана Air Manas. Реализация билетов планируется в мае 2021 года на обе стороны.
Ben doçent doktor Cengiz Buyar, Kırgız Türk Manas Üniversitesi'nin tarih bölümünün doçenti bolup işteymin. Anan Çet Dilder Jogorku Mektebi'nde müdürü bolup Manas Üniversitesi'nde iştevatam. Ben özümün bagıtı, ilmi izildö bagıtı, Türk ellerinin tarihi, sosyo-madani tarihi bolup eseptelet. Ben negizi akırkı yıllarda Kırgızistan'ın tarihi boyunca özgöçü izildöler kılgan hareket kılıvatam. Anan Kırgızistan'ın tarihi, arheologiyalık estelikleri, cerleri boyunca dağı bir makalalardı, bir top makalalardı, izildölördü jasavatam. Oşonumlu menen birge Kırgızistan boyunca mınday Kırgızistan Türk dilinde Kırgızistan degen bir kitaptı 2018. yılı çıkarganmın. Anan 2019. yılı bolsa Kırgızistan araştırmaları 2019 degen kitaptı çıkartıp anan oşonu uje saltka aylandırıp aldık. Anan Kırgızistan boyunca jasalgan izildölördü yılına ar türlü bağıttagı tarih, ekonomika, madaniyat, anan Kırgızistan'ın madani kulturalık tarihi boyunca bolgon izildölördü. Bu kitaplarda bir cıynak katarı çoğultup yılına azırınca çıkarıp atağız. Anan bu kitaplarda Türk dilinde çıkarıp atağız. Oşonun sebebi bolsa Türk dili bugünkü günde 100 milyondan aşık el tarafından okulu atat. Oşonu menen birge Kırgızistan boyunca biz dayardagan bul emgekler dağı dünyanın 100 milyondan aşığın eli tarafından okulat, Kırgızistan tanılat, Kırgızistan dağı kenenırak aymaklarda, mamleketlerde canla elder tarafından tanılat degen maksat menen özgöçü oşonu Türk dilinde bu kitaplardı çıkarıp atağız. Albatta bu kitaplardan dağı bir maksatı Kırgızistan boyunca ilmi izildölördün sanın kövöytü, ilmi izildölörgü bir mümküncülük, alarda çıkarganga bir mümküncülük beri maksatındağı oşol izildölörüzde görüp atağız da. Anan buyursa Kırgızistan araştırmaları, bu Kırgız tiline Kırgız izildölörü, Kırgızistan tanu dep dağı kotorsak bolut. Bu uje saltka aylanıp, bu kitaplarda saltka aylantırıp çıkarıp atağız. Anan buyursa Kırgızistan'ın egemendүүлügünün 30. yılına karata bu yıldağı Kırgızistan izildölörü 2021 adlı kitabımızda buyursa çıkarabız. Hazır dayarlılıklarını görüp atağız. Oşolor menen birge men dağı Kırgızistan boyunca Kırgızstan'dan Taşrabat degen, Burana degen, Manas Gümbözü, anan oş boyunca dağı izildölördü jasadım. Anan oşolordu uje makala katarı çıkarıp aldım. Bular dağı dünyanın Türkiye'deki dünölük maçtaptağı jurnallarda çıkıp kaldı desek bolut. Bu izildölörümüz albatta Türk dünyasının birin dağı teren düşünüsü, tanusu boyunca mümküncülük degen ümitimiz, maksatımızdağı bar desem жаңылбаймын. Bu izildölörümüzde albatta Kırgızistan boyunca, anan dağı tegi Türk ellerinin tarihi boyunca jasagan izildölörübüzdü ulantıp atağız. Türk ellerinin birgeligi, tili, düşünügü, anan tarihi boyunca bolgon izildölörübüzdü buyursa ulantabız. Экинчи көчмөндөр оюнунда президенттен ыраазычылык катын алдык, ар бирибизге берилген. Мен ойлойм, бу да ошо биздин эмгегибиз болуш керек. Мы провели Всемирные игры кочевников, и на всех мы принимали активное участие.
получили благодарственное письмо от президента. Думаю, что это заслуга за наш неустанный труд. Пользуясь случаем, хочу поблагодарить дорогих женщин, членов нашего коллектива, за то, что уделяют свое драгоценное время. Хочу отметить также нашего музыканта Мурата Джорушева, изначально оказавшего огромную помощь ансамблю. Поэтому я верю, что с такими людьми наши ценные обычаи и традиции никогда не будут забыты. Каждая из этих женщин обладает уважением среди своих односельчан, района, семьи, является примером для своих детей. Самое главное, пусть они будут всегда здоровы и полны энтузиазма. Азыр Кыргызстандын ар бир айылында шайралар пайда болушту. Ошол мына областта биз жалгыз элдик ансамбльбиз. Азыр ар кайсы айылдарда шайыр апалар эмес түзүлүп атат. Мен ойлойм, бул апалар, байбичелер өзлөрүнүн үй бүлөсүндө кадыр баркка ээ, иштеген айылда да кадыр баркка ээ. Балдары да сыйлап турушат. Ошондуктан мен ойлоп атам, биз зор эмгек жасап атабыз. Ошон үчүн мен ушу айымдарга ыраазычылык айтар элем. Дайыма аман болуңуздар, ден соолукта болуңуздар. Эшти Кудай буйруса дагы жогору ийгиликтерге жетели деген мааниде иштеп келе жатабыз. Ювелирная отрасль Турции в настоящее время является одной из развитых в мире. Турция по экспорту ювелирных изделий уступает Индии, Китаю и Италии. Хотя природные запасы драгоценных металлов и драгоценных камней в Турции незначительны, тем не менее ювелирное ремесло в Анатолии начало развиваться еще с IV века нашей эры. За последние 10 лет в Турции значительно увеличился экспорт ювелирных изделий. С ростом объемов экспорта Турция поднялась в общемировом рейтинге индустриальных стран и стала одним
одним из лидеров данной отрасли в мире. В Турции ежегодно могут производить 400 тонн ювелирных изделий из золота и 200 тонн ювелирных изделий из серебра, но, к сожалению, этот потенциал полностью не используется. Когда мы побывали в провинции Кахраман-Мараш, Турции, посетили цех-мастерскую, где изготавливают ювелирную продукцию из золота. Все процедуры производственного процесса, от сырья до готовой продукции. Основными называются производственные процессы, в ходе которых осуществляется изготовление основной продукции, выпускаемой предприятием. Специалисты нам рассказывали об изготовлении продукции из золота. Здесь сначала плавится сырье. Затем вы измельчаете золото столько, сколько необходимо. Вы разбавляете золото, пока не получите желаемую тонкость. Так как мы готовим золото, которое превращаем в трубу, трубы по очереди разрезаем на кольца и проводим необходимую операцию на хомуте. Кольцо, выходящее из кокетки, получает такую форму. Соединяем отрезанные кольца тонкой проволокой. Затем закрепляем на лазерном станке, чтобы получить желаемый браслет. Так выглядит браслет после лазерного станка. Смоченный в содовой воде браслет свариваем очень тонким способом. Также, уважаемые телезрители, современное производство представляет собой сложный процесс превращения сырья, материалов, полуфабрикатов и других предметов труда в готовую продукцию, удовлетворяющую потребностям общества. Это наш готовый продукт. Мы предлагаем эту продукцию нашим клиентам. В южной турецкой провинции Кахраман-Мараш и прилегающие провинции славятся роскошными свадьбами и количеством золота, которым щедро одаривают будущую невесту. В завершении нашего сюжета предлагаем вашему вниманию приятную новость. Кахраман-марашцы создали золотую маску для невест, вступающих в брак во время пандемии коронавируса. Золотая маска предназначена для того, чтобы обеспечить визуально более приятную альтернативу обычным маскам для лица, что является обязательным требованием для всех присутствующих на свадьбе в стране в рамках усилий по предотвращению распространения COVID-19. Мастер проконсультировался с палатой ювелиров Кахраман-Мараша и своими коллегами, прежде чем создавать золотую маску.
İnşallah. Sağ olun delikanlılarımız, bacılarımız. Кыргызские национальные игры не забываются. Съемочная группа «Мост дружбы», побывавшая на горнолыжной базе Наурус недалеко от столицы Кыргызстана, сняла несколько видео национальных игр. Эта игра называется «Аркан Тартмай» – перетягивание каната. Большое место в жизни кыргызов занимают народные игры и развлечения. Без этих игр также не проходит ни одно народное гуляние или праздник. Находящийся в Азербайджане Гобустан – один из самых известных в мире историко-археологических заповедников. Музей под открытым небом с огромной коллекцией бесценных исторических экспонатов. Заповедник был образован 9 сентября 1966 года. Целью его деятельности является охрана наскальных изображений, курганов и жилищных объектов и их тщательное изучение. Особенно знаменит Гобустанский заповедник своими наскальными рисунками, сделанными в период мезолита. Ежегодно туристы со всего мира приезжают своими глазами увидеть многочисленные произведения искусства, некогда сделанные первобытными художниками. Наскальные рисунки, стоянку первобытного человека, надгробные памятники и многие другие свидетельства прошлого азербайджанского народа каменного века и последующих периодов можно увидеть в горах Гобустана: Бейюкдаш, Кичикдаш, Джингердак, Шонгардак и Шихгая. Наиболее значительными из всего этого списка, безусловно, являются петроглифы, высеченные первобытными людьми на стенах пещер, скалах и каменных глыбах. Они способны поведать путешественнику о культуре, хозяйстве, мировоззрении, обычаях и традициях древних людей, которые уже в то далекое время заселили этот благодатный уголок Азербайджана. Таким образом, в Азербайджане появилась еще одна достопримечательность. Археологами начались тщательные исследования местности. В результате всего было обнаружено более 6000 рисунков на тысячах скал, древние жилища, пещеры и стоянки, около 40 курганов, более 100 тысяч предметов материальной культуры. Наиболее древние рисунки относятся к эпохе мезолита, однако предполагается, что жизнь существовала здесь и раньше, что позволяет считать Гобустан одной из колыбелей цивилизации. Исследования здесь продолжаются до сих пор.
Среди множества характерных как для азиатских, так и для европейских культур рисунков особое внимание привлекают изображения лодок с гребцами. Это может означать, что в то время жители Габустана были хорошими мореходами. Изображенное на корме лодок солнце позволяет провести аналогию с подобными рисунками, обнаруженными в Швеции, на Урале и в Египте. Согласно древним верованиям, солнце, заходя на восток, за ночь перемещается на лодке, чтобы заново появиться утром на западе. Наскальные изображения Габустана крайне заинтересовали известного ученого и путешественника Тура Хейердала, который несколько раз здесь бывал. Изучая сходные изображения лодок в Габустане и Норвегии, он выдвинул гипотезу, что предки древних викингов прибыли в Скандинавию на лодках с берегов Каспия. Неподалеку от места пребывания римлян находится Гавалдаш, оригинальный камень-бубен, представляющий собой установленную плашмя огромную плиту. Из нее постукиванием можно извлечь ритмические четкие мотивы. Считается, что этими звуками сопровождались ритуальные пляски и обряды. В 2007 году заповедник Габустан был включен в список всемирного культурного наследия ЮНЕСКО. Ежегодно его посещают сотни туристов из десятков стран мира. Уважаемые телезрители, мы благодарим азербайджанского кинооператора Афгана Исофа, который для программы «Мост дружбы» снял этот видеоматериал.